Здравствуйте! Сегодня на сайте Якутского Саха-информационного агентства программа «Акцент». С вами Руслан Басыгысов. Позвольте представить нашего сегодняшнего гостя. Это профессор, доктор юридических наук, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Кимкимен. Александр Николаевич Кимкимен в 1983 году закончил Хабаровский педагогический институт, в 1990 году с отличием юридическое отделение Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова. Имеет ученое звание профессора и доктора юридических наук. 30 апреля 2014 года назначен председателем Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Александр Николаевич. Позвольте сначала поздравить вас, наверное, с наступившим днем рождения. И задать вам первый такой вопрос. Как мы знаем, в июле вы стали, наверное, единственным в России обладателем премии имени Махатмы Ганди за мир без насилия. Хочу пояснить, что эта премия официально зарегистрирована в качестве международной награды в энциклопедии насилия, мира и конфликтов. Среди многих известных лауреатов фигурируют такие личности: Джимми Картер, Нельсон Мандела, Маргарет Тэтчер, господин Шарма и другие. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, об этой премии. Вообще фонд имени Махатмы Ганди был создан совместным решением Индии и Норвегии. Вы знаете, Норвегия является инициатором учреждения Нобелевской премии, но отличие премии мира от премии Нобелевской заключается в том, что он бескорыстен. Если лауреат Нобелевской премии порядка $1 миллиона, то здесь ни цента. Но с другой стороны, как вы отметили, имена лауреатов, они такие достаточно известные с точки зрения их вклада в мирный процесс. Сегодня я считаю очень актуальным бороться за мир, поскольку мир находится в напряженной ситуации, и даже когда мы говорим о различных санкциях, они касаются экономики, но это дошло и до спорта, когда наша олимпийская сборная России готовилась, сколько мы перипетий прошли, сколько эмоций, слез, и даже такая большая команда легкоатлетов не допущена. Я считаю, что все-таки это не способствует тому, чтобы ценность олимпийской медали или ценность олимпийского движения в какой-то мере от этого очень сильно пострадали. С другой стороны, как юрист, я понимаю, что требования ко всем спортсменам должны быть достаточно жесткими. И самое главное, как говорил Пьер де Кубертен: «О спорт и мир, о спорт и справедливость», потому что мы должны к любой победе идти честным путем. Поэтому, когда я получал премию имени Махатмы Ганди «Мир без насилия», я ощущал себя гражданином Российской Федерации прежде всего и сыном своего якутского народа, поскольку от каждого зависит вклад в дело сохранения мира. Каждый человек на своем пути занимается теми или иными направлениями. И я считаю, что прав был Джон Кеннеди, когда говорил: прежде чем спросить у государства, что оно сделало для тебя, ты должен себя самого спросить, а что ты сделал для государства. Поэтому я считаю, что в данном случае это оценка того труда. Например, я порядка четверти века возглавляю Ассоциацию национальных видов спорта, Сахана спорта, или более 20 лет возглавляю юридическое сообщество республики. Наши инициативы, как вы знаете, во-первых, это касательно юридического образования. Мы с профессором Михаилом Михайловичем Федоровым в далеком 1995 году разработали концепцию развития юридического образования в республике. И нам очень приятно, что сегодня в стенах Северо-Восточного федерального университета одним из ведущих факультетов является именно юридический. А раньше юристов готовили в Свердловске, Харькове и так далее. А сегодня мы, выпускники нашего университета, можем достичь определенных высот. Второе, конечно, как юрист, я хотел бы отметить, что мы были инициатором многих новаций, в том числе, когда я был председателем Федерации профсоюзов, мы вышли с инициативой
такой концепции, как правовой всеобщ трудящихся. Мы понимали, что каждому работнику невозможно прикрепить юрисконсульта, который всегда в постоянном режиме отвечал на те или иные вопросы работника касательно трудового законодательства. А если он сам будет интересоваться этим, то он будет более защищен, и у него будет как раз мотивация к тому, чтобы создавать первичные профсоюзные организации, коллективно защищать свои трудовые права, заключать с работодателем коллективный договор и так далее. В-третьих, конечно же, это повышение правовой грамотности наших школьников. Я в 2004 году в Покровске, будучи депутатом Милтумен, создал детскую академию права. И я ребятам говорил о том, что для меня не суть важно, чтобы вы стали юристами. Для меня важно, чтобы вы поняли, что в нашей Российской Федерации, в нашей жизни самое главное — это знание законов. И выступая в прошлом году на съезде юристов Российской Федерации, я говорил о необходимости изучения основ российского законодательства именно по программе школьной, официальной школьной программе. Только в том случае мы можем говорить о том, что аттестат зрелости, который получает выпускник, он действительно аттестат зрелости, потому что если ребята знают основы трудового законодательства, семейного законодательства, конституционного права, муниципального права, земельного права, гражданского права, то это уже подготовленные люди. Или в том, что огромный отряд людей экономически активных находится в пенитенциарных учреждениях. В этом есть вина нас, взрослых, потому что у нас не было уголков правовых знаний, где не было выписок из Уголовно-процессуального кодекса и так далее. И дети наши росли на образцах западных боевиков, что можно грабить, насиловать, в конце какой-то счастливый финал. Но реальная жизнь, она совсем другая. Поэтому, конечно, нашей задачей является то, что мы должны в этом направлении двигаться и работать очень активно. В-третьих, я хотел бы отметить, что мы должны быть очень внимательны к тем людям, которые страдают, да, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Вот почему я, как человек, который является выходцем абсолютно простой семьи, я в одном Покровске жил в 8 местах. Говорят, в народе 3 переезда равносильно пожару, а я 8 раз переезжал. У меня мать была уборщицей, я с 9 по 9 класс мыл полы в разных конторах. Поэтому в этом году я учредил премию имени моей матери Марии Дмитриевны Ким для детей из многодетных семей. Я учредил премию имени моего отца Ким Николая Яковлевича, который имел 4 класса образования, был всю жизнь кочегаром, чернорабочим. Из детей, для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, поскольку разное случается в жизни. И вот я им всем вручаю гаджеты, планшеты и так далее, для того, чтобы они чувствовали себя равными среди равных. Ну и я хотел бы отметить, что в Республике Саха-Якутия проводится большая работа по развитию диалога между властью и обществом. Даже вот строительство общественного центра — это вот один из ярких примеров для всей Российской Федерации, я думаю, потому что у нас есть много домов правительства, есть у нас бизнес-центры, торговые центры, да, но нет вот такого центра для общественности. Поэтому я считаю, что моя награда — это не только награда лично для меня, это оценка нашей республики, это оценка Российской Федерации, поскольку я, выступая на этой официальной церемонии чествования лауреатов, говорил о том, что я представляю страну под названием Российская Федерация, и один из самых крупнейших субъектов — это Республика Саха-Якутия. И наша страна сегодня во главе с нашим общенациональным лидером Владимиром Владимировичем Путиным ведет политику ради установления мира. Во всем, даже вот в сирийской войне, мы исходим из того, что не нарушаем суверенитет другой страны. Когда звучал гимн Российской Федерации, когда поднимали флаг России в честь того, что присуждена эта премия, у меня было чувство гордости, потому что каждый человек отслеживает свой путь, и в этом вопросе мы показали, что Россия не та страна, которую всегда хотят представить каким-то агрессором или что там у нас диктатура. Нет, конечно. И в этом смысле я считаю, что это тот мой вклад именно в укрепление имиджа, международного имиджа нашей страны. Александр Николаевич, мы вас знаем как не только юриста, известного в республике, но и спортсмена, который является учредителем, насколько я помню, да, ассоциации. Скажите, пожалуйста, вот сейчас проходит Олимпиада,
Вы, кстати, затронули эту тему о том, что не просто удалось. И сейчас, кстати, вот буквально вчера прошла информация о том, что могут дисквалифицировать нашу паралимпийскую команду, в которой 4 наших земляка. В связи с этим такой вопрос поднимается уже неоднократно о том, чтобы национальные виды спорта были включены в олимпийскую программу. Как вот вы на это смотрите? Ну, я смотрю положительно, поскольку, можно сказать, вот с 92 года этим занимаюсь. В то время я был первым руководителем администрации президента республики, и меня избрали президентом ассоциации «Сахара-спорт», поскольку я имею 2 физкультурных образования, закончил Якутское педучилище №1 и Хабаровский пединститут. Поэтому я считаю своей обязанностью заниматься спортом, организацией спорта. По линии ассоциации «Сахара-спорт» мы занимались тем, что разрабатывали концепции. Например, сегодня реализуется концепция развития национальных видов спорта первой четверти 21 века, утвержденный президентом Штыровым. Мы сегодня реализуем государственную программу развития национальных видов спорта при поддержке Министерства спорта, при поддержке всенародно избранного главы республики. Я хочу отметить, что масс-рестлинг, якутские прыжки и хапсагай имеют огромные перспективы. Но прежде всего, если говорить о масс-рестлинге, то мы в 1996 году создали Федерацию Масс-Тарды. Тогда президентом был избран Александр Константинович Акимов. В ту бытность он был министром труда и социальной защиты. В 2002 году мы создали Всероссийскую Федерацию масс-рестлинга. Тогда он был уже вице-президентом республики. И в 2012 году мы создали уже Всемирную Федерацию масс-рестлинга. Сегодня Международная Федерация масс-рестлинга объединяет в своих рядах 36 стран. То есть во всех континентах есть любители масс-рестлинга. Даже в Индии масс-рестлинг включен в школьную программу. А если говорим о хапсагае, вот президент Николай Никитич Румянцев, проводим тоже большую работу. Мастахов Алексей Егорович, это отец хапсагая, да. И сегодня, вот, допустим, по пляжному виду борьбы сборная России всегда представляет якутяне. И они всегда добиваются хороших результатов на чемпионатах мира, чемпионатах континентальных. Этим мы тоже гордимся. Якутские прыжки, помимо всероссийских соревнований, у нас проводятся еще и международные турниры, например, на призы Антипина в Баку, в Азербайджане. И это очень хорошо. Вот недавно прошли игры «Дети Азии». Я, как президент ассоциации «Сахара-спорт», не только смотрел, но и по НВК «Саха» комментировал соревнования по якутским прыжкам вместе с Николаем Поповым. Николай Сергеевич — это очень известный спортивный комментатор. Сейчас он находится на Олимпиаде. И хочу отметить, что, пропагандируя спорт среди детей, мы достигаем очень многого. И в этом я вижу огромную роль нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Как известно, первые игры были проведены в 1996 году и были посвящены столетию современного олимпийского движения. И на сегодня масштаб этих соревнований, безусловно, очень вырос, и он проходит под патронатом Международного олимпийского комитета, ЮНЕСКО. И это говорит о том, что действительно ради детей можно вкладывать деньги, и мы видим реакцию детей. И вот я являюсь автором слогана «От дружбы в спорте к миру на земле», равно как автором слогана «От игр предков к олимпийским высотам», потому что в любом деле должны быть инициативы, креативные инициативы. Александр Николаевич, ну перспективы-то есть включение наших? Да, Путин в 2009 году, 29 марта, говорил о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы национальные виды спорта народов России были включены в олимпийские дисциплины. Ну, например, дзюдо или тэквондо — это были японскими или корейскими видами спорта. Сегодня они в олимпийской программе. Карате включили, да. Сегодня, безусловно, очень важно, чтобы виды спорта были с точки зрения телевещания, телекамеры очень такими. А масс-рестлинг — это самый лучший вид спорта, когда можно за минуту выяснить победителя. Или хапсагай — это единственный вид борьбы, где можно, не касаясь соперника, победить за счет того, что я ловкий, за счет того, что я умный. Спасибо большое, Александр Николаевич, за то, что пришли к нам сегодня на программу. С вами был Руслан Басагысов. Вы смотрели программу «Акцент» на сайте Якутского Саха информационного агентства. Сегодня у нас был в гостях профессор, доктор юридических наук, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Кинкимен. До свидания, всего доброго.